Здравствуйте, ребята! Начинаем урок русского языка по теме «Виды предложений по цели высказывания, знаки препинания в конце предложения». Вы узнаете, какие бывают предложения по цели высказывания, какие знаки препинания могут стоять в конце предложений. Откройте новую тетрадь по русскому языку. На первой строке напишите сегодняшнее число прописными буквами. На второй строке выполните задание для минутки чистописания. Напишите: зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережет. Остановите видео, выполните задание. Запомните, по цели высказывания предложения бывают повествовательными, вопросительными и побудительными. Повествовательное предложение содержит сообщение, то есть повествует о чем-то. В конце такого предложения ставится точка. Вопросительное предложение содержит вопрос. В конце такого предложения ставится вопросительный знак. Побудительное предложение содержит побуждение к действию, то есть просьбу, приказ или совет. В конце такого предложения ставится точка или восклицательный знак. Следующее задание будем выполнять письменно. Перед вами текст. Кто такие пингвины? Пингвины – это птицы. Они не умеют летать, но хорошо плавают. Узнай о пингвинах еще. Не ленись, постарайся. Определите, каким по цели высказывания является каждое предложение из текста о пингвинах. Используйте схему. Выпишите предложения, в которых первое – о чем-либо спрашивают, второе – о чем-либо рассказывают, третье – о чем-то просят или приказывают. Остановите видео и выполните задание по образцу. Прослушайте текст. Бурый медведь. Бурый медведь – грозный хищник. Он ест мясо и растения. Умеет очень быстро бегать. У медведя хорошая память. Он помнит все ягодные и грибные места. Может различать цвета. Бурые медведи занесены в Красную книгу Казахстана. Составь к тексту предложения 3 видов по цели высказывания. Запиши их в тетрадь. Сообщи, какая у медведя память. Спроси, есть ли медведь мясо и растения. Обратись к людям с просьбой беречь медведей. Останови видео, выполни задание. Как называются предложения, которые ты записал? Следующую работу, ребята, вы будете выполнять самостоятельно. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, и разделяя его на предложения. Весной река разлилась. Заяц попал на маленький остров. Он сидел и дрожал. Ребята спасли зайчика. Дети принесли его в избушку лесника. Останови видео, выполни задание. Следующее задание надо выполнить устно. Закончи предложение и проверь себя. Если вы справились со всеми заданиями, сфотографируйте сегодняшнюю работу в тетради и пришлите мне. Удачного дня, ребята!